Доброе утро, дорогие уважаемые телезрители! В эфире «Утро Якутии». Вместе с вами это весеннее утро встречаем мы, Полина Долинская и Руслан Ачиров. На календаре у нас 11 марта, четверг. Сегодня по традиции мы начнем утро обязательно с зарядки. Также мы посетим дендропарк Вилюйский, узнаем, какие блины предпочитают мирнинцы, а также увидим, чем угощали животных в московском зоопарке. Также нас ждут наши традиционные рубрики «Экономика» и «Афиша». У нас сегодня в студии, также и по связи по скайпу, будут очень интересные гости. Во-первых, это организатор чемпионата России по чтению вслух «Открой рот», а также пообщаемся с режиссером фильма «Рядовой Черин». Ну и мы, конечно же, хотели напомнить, что мы ведем нашу программу в прямом эфире. Так что, друзья, отправляйте на наш номер WhatsApp свои поздравления, делитесь какими-то хорошими новостями, рассказывайте о важных событиях в вашей жизни. Все это по номеру WhatsApp 8 914 273 44 88. Ну и, конечно, в самом начале нашего выпуска мы поделимся с вами прогнозом погоды. По данным Якутского гидрометцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах зафиксирована на отметке 16-24 градуса. В заречной группе 14-26. В южных столбик термометра показал 14-18 градусов, в Вилюйской группе 19-22 градуса мороза, в Нижнеленских 17-27, в западных 13-21 ниже 0. В Колымо-Индигирской группе улусов похолодает от 12 до 27 до 27 градусов, а в Янских 14-25 градусов. На северо-западе мороз 27-28 градусов. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 19 градусов ниже 0. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный. Дул со скоростью 3 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер западный подует с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха 10-12 градусов мороза. Врач рассказал, как избежать блинного передоза на Масленицу. У нас в студии уже находится новостной обозреватель Василий Радченко. Василий, доброе утро. Доброе утро. Что же советует специалист? Ну, на самом деле ничего нового, просто поменьше есть. Максимум 6 блинов, еще лучше 3, тем более если они с начинкой. И врач сказал, что умереть от блинного передоза сложно, а вот несварение, тошнота и пара лишних килограммов обеспечены. Ну а теперь к главным событиям. Владимир Путин поручил до 20 апреля доложить о ситуации с зарплатами бюджетников. Правительство совместно с органами исполнительной власти регионов должно определить соответствие уровня оплаты труда целевым показателям. При анализе ситуации глава государства потребовал учесть сведения обо всех работниках, в том числе о замещаемых ими должностях, условиях замещения стажа, уровне квалификации, наличии ученой степени, а также иных условиях, учитываемых при установлении заработной платы. Программа льготного автокредитования будет продлена в 2021 году. Центр управления регионом Якутии сообщает, что планируется выделить более 16 миллиардов рублей на стимулирование спроса в отечественной автомобильной промышленности. Представитель автоцентра «Колми» рассказала, что по льготным программам в 2019 году в Якутии было заключено 2300 сделок, а в 2020 уже 2400 сделок. По данным Минпромторга России, благодаря госпрограммам за первые 2 месяца этого года в стране на льготных условиях было реализовано более 42,5 тысяч автомобилей. В селе Тасагар Вилюйского района торжественно открыли новое здание школы. Она носит имя заслуженного юриста России и Якутии Николая Каратаева. Строительство началось в 2016 году. Школа рассчитана на 100 мест. В настоящее время за партами 84 ученика. За все годы школу окончили множество выпускников, среди которых сотрудники органов управления, отличники производства, научные работники.
Она образовалась еще в 1867 году. Первые классы здесь были открыты. И весь период работы школы здесь обучались и работали многие известные деятели республики. Достаточно вспомнить Игнатия Ивановича Каратаева, который создал азбуку, и юриста Николая Ефановича Каратаева. И сегодня эта школа, которую мы открыли, она имеет свои особенности, она полностью основывается на якутской культуре и традициях, на философии Лонхо. Мы вот прошлись по классам и видели, что каждый класс оснащен современными технологиями, но имеет свою специфику, исходя из культуры республики. Отмечается, что это не единственный социальный объект, построенный за счет дивидендов от акций компании «Алроса», поступающих в бюджет Вилюйского района. Например, строительство школы в селе Тасагар и нового дома культуры обошлось в 500 миллиона рублей. Также «Алроса» помогла с обновлением детского учреждения. Детсад «Золотой ключик» начал прием после капремонта в Ленске. Учреждение было закрыто почти на год. С марта по июль 2020-го там работали дежурные группы. Во время ремонта полностью заменили окна и часть радиаторов, провели сантехнические работы. Кроме обновления здания, в учреждении закупили новые игрушки и мебель, ноутбуки, интерактивные доски, а в спальнях появились новые кровати, в спортивном зале инвентарь. Всего затрачено почти 19 миллионов рублей. Это средства районного бюджета и компании «Алроса». С сегодняшнего дня в кинотеатрах Якутии стартует показ военного фильма «Рядовой Черен». Режиссер-дебютант в сфере кино Дмитрий Кольцов. Лента снята по мотивам повести Тимофея Сметанина. Работа над картиной велась более 3 лет. Главную роль исполняет артист театра малочисленных народов Якутии Айтал Степанов. Кинолента должна была предстать перед зрителем в юбилейный 75-й год победы в Великой Отечественной войне, но планы нарушила пандемия. Трудности бывают в любой работе, особенно в той работе, которую ты делаешь первый раз, потому как я дебютант. И кино в любом случае, если бы даже это был 2-й или 3-й проект, это не сериал, и в любом случае это что-то новое. И трудности появляются, но они решаются, так как вокруг меня были в основном ребята профессиональные, увлеченные своим делом, и проблем не было. Мы очень волнуемся, мы очень ждем реакции зрителей, и добро пожаловать всем в кино. А к этой минуте у меня все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Ну а сейчас, я думаю, после свежих и актуальных новостей самое время размяться вместе с нами и сделать утреннюю зарядку. Доброе утро! Меня зовут Воронцов Андрей, я мастер спорта по греко-римской борьбе. Сегодня я проведу для вас утреннюю зарядку. Первое упражнение – наклоны головой. На раз вперед, 2 назад, 3 вправо, 4 влево. Раз, 2, 3, 4. Следующее упражнение – плечевой сустав. Руки к плечам, круговые вращения в плечевом суставе. Вперед, то же самое назад. Руки в стороны, ноги на ширине плеч. Вращение в локтях вовнутрь, наружу. Дальше разомнем таз. Для этого круговые вращения тазом в правую сторону как можно глубже, и плечи остаются на месте. Плечи не двигаются, двигается только таз. Также в правую сторону и в левую сторону. Чтобы доразмять поясничный отдел, сделаем наклоны к правой ноге, в середину, к левой ноге. И прогнуться также к правой, в середину, к левой. Махи ногами. Правой ногой к левой руке, левой ногой к правой руке. Махи ногами вперед, также махи ногами назад. Это была утренняя разминка от меня. Всем хорошего настроения, здоровья, успехов. Ну и после такой хорошей разминки, друзья, я думаю, мы все зарядились, и пришло время узнать, а какие же события и даты на сегодняшний день у нас выпадают.
11 марта – Всемирный день почки. По данным ВОЗ, число больных с заболеваниями почечной системы сегодня составляет порядка 10% населения планеты. Дата призвана обратить внимание на проблему. Сегодня день работника органов наркоконтроля России и день сотрудников частных охранных агентств. День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Добровольческий танковый корпус стал подарком фронту от трудящихся. Все от пуговиц для формы до танков Т-34 рабочие уральских заводов сделали сверх плана, либо приобрели на собственные сбережения. По народному календарю выпавший в этот день снег предвещает холодное и сырое лето. Если облака плывут высоко, к ясной погоде. Утром туман – к непогоде, вечером – к теплу. Дует южный или юго-западный ветер – к оттепели. 11 марта 1824 года в США создали Бюро по делам индейцев. Оно управляло всеми сферами жизни коренных жителей в качестве контролирующей инстанции. В 1851 году в этот день состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто». После премьеры Верди заметил: «Я доволен собой и думаю, что ничего лучше не напишу». 11 марта 1869 года французский натуралист в Китае получил подарок шкурку неведомого зверя – панды. До этого дня в Европе не знали о существовании такого животного. 11 марта 1818 родился Мариус Петипа, французский и российский балетмейстер, театральный деятель и педагог. Именины сегодня у Анны, Ивана, Николая, Петра, Порфирия, Севастьяна и Сергея. Ну, конечно же, мы присоединяемся к поздравлениям всех именинников и продолжаем масленичную неделю. Вот, Руслан, кстати, ты знаешь, сколько стоят блины в ресторане? Ну, я думаю, что это зависит больше от рейтинга самого ресторана. И чем выше этот рейтинг, тем выше стоимость блюд. Но я также считаю, что самые вкусные и лучшие блины – это домашние, потому что каждая хозяйка, кроме того, что она следует рецепту, конечно, вкладывает в этот процесс всю душу. Я с тобой абсолютно согласна. И вот, кстати, наши коллеги из Мирного провели рейд по магазинам и узнали, сколько будет стоить напечь блины в масленичную неделю. Блины с шоколадом, с маслом, со сгущенкой, ветчиной и сыром, курицей и грибами. Сегодня в магазине можно купить блины на любой вкус и даже цвет. Но хотя бы раз в году в масленичную неделю можно приготовить их дома. А выбрать продукты для масленицы нам сегодня поможет председатель славянской общины Мирнинской ассамблеи народов Татьяна Пенигина. Татьяна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Я как раз муку нашла для наших блинов. Мука из ржи и мука из пшеницы. Хорошо. Сейчас мы берем сахар и, конечно же, растительное масло. А соль нам не надо? Соду? Сода нет, потому что блины у нас будут дрожжевые. А яйцо десяток хватит нам? Десяток хватит. А как вот сделать, чтобы они были такие кружевные, с дырочками? У меня никогда так не получается. Ну тут надо, конечно, волшебное слово. Добавляют в рецепт немного масла растительного, молока и немного воды. И за счет воды оно становится кружевное и красивое. Ну, я думаю, если мы будем сегодня гулять, значит, мы берем молоко 3,2% жирности. Замечаете ли вы повышение цен? По сравнению с 2020 годом повышение цен на продукты масла, молоко не было высоким, а овощи поднялись в цене. А может, все-таки раз в году приготовим там с клубничкой, может быть? Клубника пойдет на украшение. Сейчас очень модно говорить про диеты. Блины очень калорийный продукт. И диетологи советуют и желают, чтобы мы ели только 3 блина. Не за раз? За один раз, да. Самый главный продукт в масленице – это масло, поэтому мы его берем. А вот в масленичную неделю сколько раз вы готовите блины? Каждый день? Вы знаете, в масленичную неделю надо готовить их каждый день, потому что они каждый день съедаются. Ну, вообще-то, если рабочая неделя, то обычно готовят в понедельник, это встреча, и суббота-воскресенье, это уже разгуляй. К оплате 1694 рубля. Спасибо вам за покупку. Приходите к нам еще. А получается, вот этих продуктов нам на сколько хватит? Это мы набрали на один день или на несколько?
Этих продуктов нам хватит на 2 дня. Ну, получается, тут чуть больше 1600 рублей, в день получается, 800 рублей. 5600 рублей на масленичную неделю потратит обычная мирнинская семья. В России стартовал региональный этап открытого чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников. Чемпионат проводится ежегодно с 2015 года. По правилам чемпионата участники читают вслух на время и без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг. Принять участие в региональном туре может любой учащийся в возрасте от 14 до 17 лет. 27 марта в Якутске состоится отборочный этап чемпионата по чтению вслух. О том, как будет проходить этот конкурс в столице и о многом другом, мы сейчас поговорим, потому что мы находимся на прямой связи с Олегом Александровичем Цвингером, с одним из организаторов этого чемпионата. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан, здравствуйте, Полина. В Москве уже что полночь. уделяете внимание нашему проекту. Да, в Москве уже полночь, у нас раннее утро, и вот в такие моменты понимаешь, какая у нас большая и обширная страна. Вот давайте поговорим по поводу конкурса. Первый конкурс «Открой рот», чемпионат, он прошел в лавке «Собачье сердце» в городе Новосибирск. И вот сейчас охват чемпионата составляет более 200 городов России и 17 зарубежных стран. Вот изначально задуманный как разовая акция, вот проект сразу же обзавелся поклонниками. Как вы думаете, почему конкурс стал таким популярным? Здесь можно очень долго отвечать, но я понимаю, что мы ограничены во времени, поэтому постараюсь максимально коротко. Создатель чемпионата Михаил Фаустов соединил два своих, наверное, главных увлечения жизни. Это любовь к литературе и любовь к футболу. Он ярый болельщик и вообще фанат книг. И мне кажется, что объединив вот эти два замечательных, совершенно удивительных направления, у которых огромное количество поклонников по всему миру, вот он сумел найти вот ту самую синергию, которая и привлекает людей, и продолжает наш чемпионат по чтению вслух шагать по стране. И несмотря на пандемию и на все вот эти вещи, мы, тем не менее, перешагнули через океан, и в прошлом сезоне объявили официально о статусе чемпионат мира. Вот если совсем коротко, то так. Олег Александрович, в чемпионате используется большое количество текста. Кто работает над созданием и как организаторы выбирают тот или иной материал? Наша задача привлечь как можно больше участников в любой из этапов, будь это взрослые, будь это школьники. И вот буквально не так давно впервые в таком тестовом режиме пришел вариант чемпионата и для младших школьников, для детей. Так вот, наша задача, чтобы все, кто смог присоединиться, приняли участие, и поэтому фрагменты мы выбираем, главная задача которых – это быть достаточно насыщенными, событийными, яркими, интересными, но в то же время, чтобы они не превышали по количеству знаков по возможному прочтению не более 1 минуты. И вот здесь, конечно, очень большая, непростая задача у организаторов выбрать именно вот яркие фрагменты, которые участники смогли бы максимально выразительно прочитать, так, чтобы и жюри было их интересно оценивать, и чтобы зрителям было интересно слушать. Олег Александрович, я бы хотела уточнить, а по каким критериям оценивается именно участник? 2 оценки ставит судейская бригада из 3 человек. Первая оценка – это техника чтения. Сюда традиционно входят ударения, окончания, смысловые паузы. Здесь все достаточно просто. Сложнее со второй оценкой – это артистизм. Материя достаточно тонкая, и здесь, чаще всего судьи руководствуются сугубо революционным чутьем. Вот кто как понимает, насколько артистичность участника сочеталась с
текстом, с отрывком, который он прочитал. Но если с этим как бы сложно, то очень часто судьи ориентируются на такой фактор, как насколько сумел участник понять то, что он читает, сумел уловить интонацию, настроение этого произведения и донести вот мысль до тех, кто его слушает. В чемпионате активно принимают участие другие регионы, Якутия не исключение. Олег Александрович, у нас вопрос: в каких городах и в каких странах красиво читают? Вот сейчас застали меня немножко врасплох, но у нас, естественно, помимо России, сейчас вот прямо мы проводим переговоры с Беларусью, они впервые к нам пытаются присоединиться. Ну, естественно, такие европейские страны, как Германия, Франция, Великобритания, с ними понятно, да. Вот настолько хорошо прошли несколько этапов у нас в Великобритании, что мы с января решили открыть UK, United Kingdom лигу, и вот около 10 городов, и в том числе и Шотландия, и Северная Ирландия также присоединились, и вот надеемся, что в мае сделаем отдельный финал по Англии. Ну, также на очереди, в прошлом году они участвовали, сейчас мы надеемся тоже присоединяться, это и Соединенные Штаты, и Аргентина, страны Северной Африки. Не так давно прошел чемпионат в Иордании, вот Амман участвовал, и вот Армения, Грузия у нас была. Вот очень надеемся, что Армения, несмотря ни на что, сможет присоединиться и в этом сезоне. Переговоры ведутся, и вот сейчас вот идет такой вот прям пик. Вот очень много событий, очень много мы сейчас контактируем с нашими организаторами на местах, и постоянно прибавляется желающих. Очень надеемся, что со всеми мы успеем посотрудничать и все смогут присоединиться. Вот. А в Якутске в прошлом году был тоже отдельный этап, и мы очень благодарны организаторам. Вот, это Галине Кутугутовой прежде всего, которая сумела организовать отдельную якутскую лигу, Лигу Республики Саха, и около 15 улусов присоединились к нам, которые, несмотря на все проблемы, вот, которые вот в удаленных улусах там существуют, где-то иногда бывают и перебои даже с электричеством, но тем не менее все провели, все полностью отправили отчеты с фотографиями, вот со всеми таблицами. Я был просто изумлен, насколько здорово включилась Якутия и как вот все классно прошло. Вот «Открой рот» чемпионат, он проходит, как правило, в крупнейших библиотеках России, а также он еще и славится своей необычной подачей именно с организаторской стороны. То есть как ранее отборочные туры проходили в старейших кинотеатрах России, в Москве, на крыше, под проливным дождем и даже в автобусе. Вот подскажите, пожалуйста, каждый регион сам выбирает именно подачу начала вот этих отборочных туров чемпионата, и потому что наша республика, я думаю, с нашими суровыми условиями может всех удивить. Простите, не очень расслышал вопрос сейчас. Каждый из регионов сам ли выбирает площадку? Да, либо у вас есть конкретный план мероприятия, где и как он должен проходить? Необычные локации. У нас есть только пожелания, то есть такие рекомендации в очень легкой форме для наших организаторов, потому что здесь, естественно, нас не так много, работаем мы теперь уже со всем земным шаром, и, конечно же, мы доверяем всем нашим коллегам, кто с нами сотрудничает в выборе площадки, потому что здесь масса нюансов, мы не всегда выезжаем на место, точнее, такое даже вот реже происходит, чем хотелось бы, и поэтому здесь, конечно же, день, время и место проведения выбирают организаторы на местах. Но вот в Якутске у нас сейчас очень скоро, уже в конце марта, состоится финал. Он вот пройдет в главной национальной библиотеке Республики Саха. Вот надеемся, что соберет он не только приличное количество участников, но еще и вот сколько можно будет зрителей прийти, вот все придут, всех запустят, и, естественно, с соблюдением всех мер предосторожности у нас все должно пройти. Большое вам спасибо, Олег Александрович, за такую интересную беседу. Спасибо вам. Всего доброго. Да, мы желаем вам доброй ночи, ну а нашим зрителям желаем доброго утра.
В Вилюйске появилась новая достопримечательность. В прошлом году здесь обустроили дендропарк. Идея создания принадлежит леснику Дмитрию Макарову. Проект воплотили в жизнь активисты экологического фонда «Зеленый пояс Вилюя». Парк построен благодаря гранту главы республики. Сейчас дендропарк стал одним из любимых мест отдыха вилюйчан. Подробности в материале Анны Васильевой. Что может быть лучше, чем семья, собравшаяся вместе? Свежий лесной воздух, пение птиц, общение друг с другом, красотами природы и отдыха в целом. Семья Бугуевых любит проводить время вместе с детьми на природе. А чтобы провести время с пользой, они каждые выходные посещают дендропарк, который не так давно был сделан на берегу озера. Чистим снег из кормушек и сыпаем туда корм. Потому что им сложно зимой найти корм зимой. Нам очень нравится проводить время в экопарке. Мы приезжаем сюда и убираем мусор в лесу. Каждые выходные мы приезжаем с семьей и отдыхаем. Нам очень нравится природа нашего Улуса. Весной и осенью мы планируем сажать тут деревья. Дендропарк с экотропами, открывшийся в Вилюйске, это уникальная комфортная среда для активного отдыха, где можно ознакомиться с природой родного края. Экотропа на берегу озера Хомустах оборудована специальными стендами, рассказывающими о лесе и его обитателях. Дендропарк носит имя Дмитрия Макарова, руководителя Вилюйского лесхоза, который мечтал, чтобы жители Вилюйска увидели цветущие деревья и кустарники, растущие не только в Якутии, но и в более южных широтах. Мы выиграли грант президента нашей страны. Этим мы очень гордимся, конечно, и очень довольны, потому что наш проект нашел поддержку фонда президентских грантов. И на эти деньги мы сделали экологическую тропу Хомустах. Он находится на территории нашего дендропарка, составная часть нашего дендропарка. И создали 3 мини-питомника в школьных лесничествах. В Вилюйске уделяется большое внимание экологическому просвещению. В частности, здесь по проекту фонда «Зеленый пояс Вилюя» ведется работа по возрождению школьных лесничеств. Они уже созданы в нескольких школ района. Здесь ребята учатся сажать деревья, кустарники и лекарственные растения, а также ухаживать за ними. Стоит отметить, что этот проект направлен и на раннее профессиональное ориентирование школьников. Анна Васильева, Никентий Колесов, Вилюйский Улус. И НВК «Саха» в эфире «Утро Якутии». Напоминаем, что мы работаем в прямом эфире и ждем ваших любые предложения, новости и поздравления на наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Пишите и делитесь с нами вашим хорошим настроением. В эту самую минуту к нам присоединился наш новостной обозреватель Василий Раченко с новостями России и республики. Власти не будут искусственно удерживать россиян от поездок в другие страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Но, по словам президента, гражданам следует учитывать непростую ситуацию с коронавирусом в других странах. Он отметил, что некоторые государства, в экономике которых туризм занимает заметное место, уже объявляют об открытии для туристов. Путин, в частности, призвал обратить внимание на то, что делается в странах Южной Европы. При этом глава государства подчеркнул, что с повестки дня не снимается задача развития внутреннего туризма. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом. Но у многих наверняка наших людей будут и небезосновательные опасения, куда бы то ни было выезжать, в страны, которые являются традиционным местом отдыха наших туристов. Потому что ситуация там непростая с коронавирусом. Если не сказать сложная. Посмотрите на то, что делается в странах Южной Европы. Просто очень сложная ситуация. Но будем надеяться на то, что вакцинация пойдет более быстрыми темпами, и ситуация реально будет меняться к лучшему.
Препарат против коронавируса МИР-19 могут зарегистрировать в 2021 году. Эффективность будет продемонстрирована на второй фазе испытаний. В доклинических исследованиях препарат показал высокую эффективность. Об этом информирует Федеральное медико-биологическое агентство. Ранее сообщалось, что новый препарат основан на применении микро-РНК. Клинические исследования планируется завершить к середине марта этого года. За неверный расчет оплаты ЖКХ в частных домах ответит исполнитель услуги. Соответствующие поправки в жилищный кодекс приняли депутаты Госдумы в первом чтении. Сейчас ответственность исполнителя за нарушения перед собственниками частных домов не урегулирована законом. Это, в свою очередь, может ограничить право и законные интересы владельцев и арендаторов. Правительственный законопроект предлагает установить ее за нарушение порядка расчета платы за коммунальную услугу. В Якутии создадут креативный кластер народных промыслов на базе национального концерна «Сахабулт». Это единственное предприятие по переработке кожевенного сырья на Дальнем Востоке. Будет создано порядка 30 рабочих мест для дизайнеров, мастеров по выделке меха и кожи, резчиков из бивней мамонта и ювелиров. Кластер будет продвигать продукцию народных умельцев под единым брендом. Такой подход позволит реформировать деятельность национального концерна, провести технологическую модернизацию предприятий и обеспечит выход изделий якутских мастеров на экспортные рынки. Что вообще необходимо будет в ближайшее время сделать? Разработать стратегию кластерного развития Сахабулта. С учетом того, что продукция Сахабулта должна выходить на мировой рынок, и меняются требования к продукции и к деятельности компаний, необходимо работать так называемую ESG-стратегию Сахабулта, которая заключается в учете в развитии Сахабулта 3 важнейших факторов – экологических, социальных и управленческих. В Хангаласском районе проходит отборочный этап республиканского конкурса для школьников и студентов «Моя профессия IT». Его проводят с 2016 года. Цель – привлечение молодежи в сферу инновационных технологий и помощь в выборе будущей профессии. Первый день отборочного этапа стартовал 9 марта. Для участников провели образовательные семинары, профориентационные лекции и тестирование. Официальное открытие провели накануне. Свои видеоприветствия участникам направили министр инноваций Анатолий Семенов и основатель приложения InDriver Арсен Томский. Затем команды получили технические задания от приглашенных экспертов, на основе которых они должны разработать IT-проекты и защитить их перед экспертной комиссией. И сейчас как раз-таки наши эксперты-заказчики дают свои технические задания по нашим направлениям. Направления у нас 2 – комфортная среда и туризм. И туризм делится еще на 2 кейса. Таким образом, 3 у нас задания. Команды вправе выбирать любой из них. Надеюсь, распределение по направлениям выбранным будет равномерное. И все 16 команд сегодня-завтра делают свои проекты, проходят промежуточные итоги, проходят экспертизу, консультацию. И завтра уже после обеда мы ждем максимально готовые проекты для защиты перед судейской коллегией. И к этой минуте у меня все. Хорошего вам дня. Сотрудники московского зоопарка преподнесли своим подопечным праздничные угощения и подарки в честь праздника весны. В пресс-службе зоопарка сообщили, что для животных были подготовлены угощения, а вольеры украшены цветами. Животные получили лакомства, соответствующие их рациону. В праздничном оформлении фрукты или овощи были вырезаны в виде цветов и сердечек. Ее друг Жуи тоже принял участие в поздравлении и нарисовал для Дин-Дин открытку. Папуанские пингвины получили в подарок разноцветные фигурки изо льда, в которых была заморожена рыба. Кафорские вороны, наоборот, с большим интересом стали распаковывать подарок, который был украшен бумажными цветами. В коробке вороны получили свое любимое лакомство – насекомых. Прекрасная картинка. Я думаю, животные были очень-очень рады. Приобщились к нашему Международному женскому дню, а также празднику весны для нас, для всех. Но у нас, напоминаю, также работает WhatsApp-номер, на который прямо сейчас поступили в том числе поздравления с 8-9 марта. Здравствуйте, поздравляю Шахурдину Альбину и Шахурдина Иннокентия с днем рождения 8 и 9 марта. Желаю здоровья, удачи, всего хорошего, брат Василий и семья. И еще одно поздравление у нас поступило.
Ефимову Ивану Афанасьевичу. Сегодня, 11 марта, он живет в селе Петропавловск Усть-Майского района, и ему исполняется сегодня 70 лет. Мы присоединяемся также к поздравлениям. Родные и близкие желают юбиляру крепкого здоровья еще на долгие года, чтобы с гордостью и с улыбкой вспоминать успешно прожитые годы, чтобы жизнь была счастливой, мирной и благополучной, а также достойно наслаждаться каждой минутой своей жизни, передавать свою мудрость и знания внукам и правнукам и верить в свои силы. Супруга Клавдия Павловна, дочери Оксана, Татьяна, внуки Виктор, Юлия и правнучка София. Такое прекрасное поздравление. Замечательное поздравление. Вообще, на самом деле, то есть, мне кажется, чем старше человек, тем какие-то сложности все больше и больше ты сидишь и думаешь, а что же подарить, особенно в юбилей. И вот, кстати, многие из нас постоянно эту голову ломают из года в год, и для многих как раз-таки спасательным кругом становится подарочный сертификат. Но вот с таким сюрпризом нужно быть тоже аккуратнее, потому что потом вернуть его продавцу получается далеко не всегда. Насколько вообще это законно, мы выясним в следующем сюжете. Сегодня почти все магазины предлагают приобрести подарочные сертификаты. Удобным подарком его считала и блогер Маргарита Макарова, пока не столкнулась с неприятной ситуацией. Ситуация была следующая. Мне на один из праздников подарили сертификат, и, собственно, я пришла его потратить. Оказалось то, что на месте без предоставления чека я не могу этого сделать. Конечно, настроение омрачилось, было неприятно. Все взаимоотношения продавца и покупателя регулируются федеральным законом по защите прав потребителей, где указано, что чек не является единственным доказательством приобретения товара. Чек у нас подтверждает только то, что уплачены деньги и что соблюдена обязательная форма для учета налогов, которые отчисляются нашими предпринимателями, да, то есть, и не более того. Большинство из нас не знает о своих основных потребительских правах. Думают, раз купил, вернуть не получится. Ведь зачастую на сертификате пишут «действителен на определенный срок», который владельцы магазина устанавливают сами. Ну, конечно, магазин устанавливает свои правила, но это никто им не запрещает. Но все равно все они должны прежде всего соблюдать закон о защите прав потребителей. Там указано, что все те действия продавца, которые ущемляют покупателя, недействительны. По закону о защите прав потребителей, чтобы вернуть денежные средства за сертификат, достаточно написать соответствующее заявление. В течение 5 дней продавец обязан вернуть деньги. Деньги может получить не только то лицо, которое приобрело, да, но которое на руках держит сертификат, то есть на предъявителя. Но если и после этого предъявителю сертификата отказывают, тогда прямая дорога в Роспотребнадзор или правоохранительные органы. Правда на стороне потребителя. В случае с Маргаритой вопрос был решен мирно. Правда, и затянулся на несколько дней. В течение 3-4 дней мы разбирались, то есть я встала на принцип и решила все-таки до конца как-то разрешить эту ситуацию, потому что сумма была не маленькая. Мы решили связаться по телефону с несколькими компаниями о возможности возвращения подарочных сертификатов. Скажите, пожалуйста, а вы в случае чего их обмениваете на деньги? То есть есть такая возможность? Нет. Подарочный сертификат куплен, деньги мы не возврат подарочного сертификата нет у нас. А по закону сертификаты до 3 лет действуют, и их можно обменять на денежный эквивалент. Сертификат у нас действует, срок сертификата 1 год. По закону 3 года. Каждая компания свои условия выставляет по сертификатам. Ни один из 10 магазинов не знает, либо делает вид, что не знает закона. Не стоит забывать, что предприятия, которые дорожат своей репутацией, всегда идут навстречу законным требованиям потребителей. Вообще подарочный сертификат, мне кажется, это очень хорошая такая находка, когда, если ты хотя бы немного предполагаешь и знаешь об увлечениях человека, то есть подарочный сертификат можно выбрать. Лично я бы хотела, чтобы были бы подарочные сертификаты, в которых можно использовать на оплату авиабилетов. Мне кажется, это был бы очень универсальный подарок.
Многим бы понравился. Кстати, твое желание связано с следующим нашим сюжетом, так как стало известно, что Аэрофлот повысит топливный сбор на рейсах внутри России. Это коснется собственных рейсов компании, а также ее дочек России и Авроры. Более подробная информация у нашей коллеги Нургуяны Ивановой в рубрике «Новости экономики». Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на 10%. Стоимость сбора в цене одного билета класса «Эконом» теперь составит 1650 рублей вместо 1500 ранее. Такая цена действует на всех внутрироссийских направлениях, кроме ряда исключений. Так, для рейсов из Москвы в Якутск, Читу и Улан-Удэ стоимость топливного сбора составит 4350 рублей вместо 4200 рублей. При полетах классом «Эконом» из столицы на Дальний Восток сбор не взимается. Размер топливного сбора за каждый полетный сегмент классов «Бизнес» и «Комфорт» для рейсов по России составляет 200 и 150% соответственно. На рейсах между Москвой и Дальним Востоком при полетах бизнес-классом будут взиматься 8700 рублей вместо 8400 рублей, комфортом 6525 рублей вместо 6300 рублей. Компания Boeing впервые с 2019 года вышла на положительный баланс по заказам самолетов. В феврале компания продала 82 самолета, в том числе 25 авиалайнеров Boeing 737 MAX и 27 самолетов-заправщиков КС-46. При этом за месяц заказчики отказались от 51 самолета. Сейчас у компании есть обязательства по поставкам 4041 самолета. За февраль компания доставила заказчикам 22 самолета. По итогам 2020 года Boeing зафиксировала убытки в размере 11 миллиардов 900 миллионов долларов в свете последствий пандемии нового коронавируса, сказавшихся на всей отрасли, и при остановке эксплуатации Boeing 737 MAX после двух катастроф, которые произошли после сбоев в работе системы улучшения характеристик маневренности. Росптицесоюз предложил птицефабрикам сделать упор на изготовление более дешевой продукции, например, тушки бройлера и столового яйца С2. Данную рекомендацию Росптицесоюз дал производителям в начале марта. Это позволит им уменьшить свои затраты на производство, в первую очередь на переработку. Пока компаниям стоит сфокусироваться на изготовлении товаров с меньшей добавленной стоимостью. Таким образом, птицефабрики могут отказаться от изготовления более дорогой продукции глубокой переработки. Речь идет о товарах, на изготовление которых необходимы максимальные затраты. Сюда относятся грудинка и бедрышки. В Минсельхозе сообщили, что уже разработали новые механизмы поддержки предприятий и отрасли, которые позволят сохранить финансовую устойчивость компаний и стабилизировать цены на мясо, птицы и яйца. Среди них увеличение предельного лимита по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 до 1,5 миллиарда рублей на одного заемщика, пролонгация льготных инвестиционных кредитов на срок до 12 лет предприятиям и другое. Олимпиада по-фермерски. В Удмуртии прошли 3-е международные игры «Тракторный биатлон». В тракторном биатлоне принимают участие представители 19 муниципальных: Игринский район, Сергей Ложкин, Ростовской области Роман Щусь. Международные открытые игры «Тракторный биатлон» состоялись на территории туристического комплекса Камские дали в Удмуртии. Представители 5 регионов России продемонстрировали свои навыки вождения трактора МТЗ-82 и меткой стрельбы в экстремальных условиях. По сообщениям организаторов, золото на соревнованиях взял механизатор Семен Косачев, а серебро и бронза достались учащимся Ижевской сельхозакадемии Евгению Васильеву и Вячеславу Егорову. Участие в соревнованиях приняли и 4 представительницы прекрасного пола. Для них был организован отдельный женский заезд. В женском заезде на пьедестале почета оказалась сотрудница МВД России Елена Шестобитова. Тракторный биатлон в этом году запомнится не только своими зрелищными гонками. Организатор мероприятия Павел Кузнецов сделал предложение своей возлюбленной прямо на площадке соревнований. Как видно на кадрах, в качестве подарка он прокатил будущую свою супругу по гоночной трассе на тракторе, украшенным свадебным венком.
Достаточно интересные, необычные соревнования. Очень эффектно, и попробуй тут отказать. Конечно же, да. Друзья, ну, я думаю, сейчас мы от тракторного биатлона перейдем к новым технологиям. В республике стартует ежегодный конкурс «Моя профессия IT». На протяжении 5 лет участники соревнуются, демонстрируя свои проекты, связанные с цифровыми технологиями. Для многих участников конкурс стал отправной точкой в освоении будущей профессии, а некоторые, благодаря ему, поступили на целевые места в самые престижные вузы страны. Подробнее о конкурсе смотрите в материале нашего коллеги Александра Хавренко. Цифровые технологии – одна из самых перспективных и быстро развивающихся отраслей экономики. Для вовлечения молодежи в эту сферу в республике уже в 6-й раз проводится конкурс «Моя профессия IT», который не имеет аналогов в России. Конкурс представляет собой, конечно же, марафон разработчиков IT-проектов в формате хакатона. Из года в год отрадно, что растет количество участников, и среди подрастающего поколения растет, конечно же, интерес к занятию информационными технологиями, что же, конечно, является главной целью этого конкурса, а именно профориентация молодежи для работы, конечно, и выбора профессий IT-индустрии. Конкурс проводится в 2 этапа – отборочные муниципальные этапы и финалы. Из года в год количество поданных на конкурс заявок увеличивается, и, что самое главное, увеличивается вовлеченность молодежи из районов. Участие на конкурсе «Моя профессия IT» дает, конечно, школьникам огромный опыт, работу в команде, новые знания, потому что, как вы знаете, сейчас IT-сфера во многих отраслях уже действует, заходит, и поэтому знакомство с мировыми трендами, получить обратную связь по своему проекту от экспертов, знакомство с единомышленниками, все это дает и создает отличную атмосферу конкурса. И мы надеемся, что с каждым годом будет увеличиваться количество участников, расширяться география проведения конкурса. Конкурс «Моя профессия IT» стал отправной точкой для многих ребят в выборе будущей профессии. На хакатоне «Моя профессия IT» я состоял в команде ITC. В финале был проект Сахатек и сеть сайтов для улусов Республики Саха. Заняли 4-е место. Хакатон впервые проводился в дистанционном формате, что было крайне необычно. Все было хорошо организовано. Я рад, что поучаствовал, ведь я получил неплохой опыт разработки цифровых продуктов. В данный момент я учусь в СПбГУТ Батча Бруевича. Кстати, поступила сюда по целевому, благодаря участию в хакатоне. Также участие в конкурсе дает молодым людям и девушкам возможность получить ценные знания и опыт от сотрудников передовых компаний республики, таких как InDriver, Майтона и другие, которые из года в год являются партнерами конкурса. Отдельную благодарность хочется выразить организаторам конкурса за возможность полностью погрузиться в процесс разработки продукта. Именно тогда я поняла, насколько мне импонирует управление процессом, создание бизнес-планов, что в дальнейшем отразилось на выборе моей профессии. И буквально через месяц все эти навыки, которые я обрела во время конкурса, помогли мне выиграть путевку моей мечты в Кремниевую долину на 2-недельное обучение молодых предпринимателей. В марте и апреле пройдут отборочные туры, а уже в мае состоятся финалы. И, возможно, именно ваш проект и ваши умения достойны 1-го места. Поспешите подать заявку, чтобы, как шутят организаторы, войти в IT. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. Сегодня во всех кинотеатрах Якутска стартует фильм «Рядовой Черин». Фильм снят по повести писателя Тимофея Сметанина. Этот фильм о войне, а картины такого жанра не часто снимаются у нас в Якутии. И сегодня гость нашей студии Дмитрий Кольцов, режиссер фильма «Черин». Доброе утро, Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Вы стали режиссером именно в тот момент, когда судьба фильма была немножко в плачевном ситуации, в таком положении. Вот как вы решили взяться за работу? Вы знаете, я согласился, потому что работу искал не я, работа нашла меня, так получилось. Но это был огромный шанс и большая удача поработать в большом проекте, поработать в кино. Конечно, я за него ухватился и постарался вложить в этот проект максимум своих возможностей и душу. У вас в фильме много непрофессиональных актеров. Как вы их подбирали и как работали на площадке? Мы, как все, проводили кастинг, и в первую очередь мы
Нам очень важен был типаж, нам очень важна была такая внутренняя харизма каждого актера. Дело в том, что в современном кино, и так как у меня большой опыт в рекламе, в современном кино большую роль играет монтаж, правильный ракурс, мы понимали, что какие-то непрофессиональные, недостаточно профессиональных актеров мы могли их недостатки сгладить какими-то техническими хитростями. Поэтому нам очень важен был типаж, харизма. И работать, как оказалось, большинство людей, которые к нам пришли, они оказались очень даже неплохими актерами. И работа прошла просто на ура, и это чувствуется. То есть даже были какие-то самородки? Практически все самородки. Вы знаете, очень сильно удивляет, после первых предпоказов, многих удивляет молодой человек, Юрий Горитовский, который исполнил роль антагониста, снайпера. Это предприниматель, это парень, который никогда вообще не имел отношения ни к чему похожему. Он очень классно смотрится, и он очень нравится многим. Вроде как он и антагонист, но антагонист такой очень интересный. Я молчу про самого главного нашего Айтала Степанова, главного героя. Это просто самородок и гениальный актер. А какие были сложности именно во время? Вы знаете, сложностей, прям каких-то таких больших сложностей не было. Сложности бывают творческие, какие-то опасения по погоде, потому что у нас в основном натура, много натуры, съемки. Сильных сложностей не было. У нас все шло достаточно лаконично, и было, в принципе, очень даже нормально. Кстати, я уже видел трейлер к фильму. Там видно, что есть компьютерная графика. Как она создавалась? Вы знаете, когда мы планировали фильм еще на этапе сценария, мы понимали, что нам нужны локации, которые будут хотя бы как-то похожи на среднюю полосу России, потому что у нас и деревья поменьше, и облака повыше. Поэтому мы приняли решение, и бюджет у нас такой достаточно скромный, мы приняли решение использовать хромакей. Мы там построили такой условный павильон, то есть были небольшие окопы, а за ними был синефон. И это все потом вырезалось, это все дорисовывалось. Я просил брата своего в Санкт-Петербурге, чтобы он нафотографировал те густые синие такие леса в пасмурную питерскую погоду. Вот эти леса теперь переехали к нам в Якутию, в наше кино. У нас есть танки, у нас есть самолеты. Это очень большая такая работа. Мы сидели там ночами в студии, месяцами, чтобы это все выглядело достаточно реалистично. То есть танк, у него должна быть правильная физика, у него должен быть вес. Это все большая-большая работа. А кто вам еще помогал в плане атрибутов? Нам очень, опять же, повезло. Дмитрий Варионов, в первую очередь, это коллекционер. Он, во-первых, очень талантливый человек, а уже во вторую очередь он коллекционер. Разные мелочи, какие-то коробки, немецкие коробки спичек, какие-то печатная машинка. Но главное, это немецкая снайперская оптика, которая есть у нас в фильме, это настоящая. И в этом во всем нам, конечно, помог сам Дмитрий Варионов, и он имеет возможность общения с другими коллекционерами. В общем, все, кто чем мог, тем нам помогал. Поэтому есть такая нотка реалистичности максимальной в нашем фильме. У фильма уже состоялось несколько премьерных показов. Какие отзывы на данный момент? Вы знаете, самый главный отзыв для меня – это отзыв от Татьяны Тимофеевны Сметаниной, дочери Тимофея Сметанина, по повести, которого мы снимали фильм. Ей очень понравилось. Я очень переживал, в первую очередь я переживал за это.
Ей очень понравилось, она нас благословила, скажем так. И второй момент, на первом показе, который состоялся 22 февраля в преддверии праздника Дня защитника Отечества, присутствовало много людей, которые прошли горячие точки. Это афганцы, это люди, которые прошли горячие точки на Кавказе, люди, которые знают, что такое война не понаслышке. И мы, как создатели, мы очень сильно переживали, что сейчас скажут: блин, ребят, ну так не бывает, или что-то им не понравится. И когда мы услышали аплодисменты и вот эти приятные отзывы вот именно от них, для нас это было очень важно. Поэтому первые отзывы очень замечательные, и мы этому очень рады. Большое вам спасибо. Мы вам желаем творческих успехов. Также Спасибо. всех наших жителей города Якутска мы приглашаем сегодня на премьеру кинофильма «Рядовой Черин». Приходите и смотрите. Спасибо большое, Дмитрий. Большое спасибо. Спасибо вам. Необычных или недавно перенесших операцию домашних животных оказывается не так просто перевести в такси. У кого-то из водителей нет специальных условий, а кто-то и вовсе может отказаться от таких попутчиков. Решить эту проблему в Уфе помогает зоозащитник Дмитрий Стрельников. Активист предлагает местным жителям услугу под названием «Зоотакси». Водитель забирает животных с хозяевами и даже без них отвозит из пункта А в пункт Б. Зоозащитник отмечает, что внимание уделяется каждому питомцу. Целью подобной услуги, по словам зоозащитника, не извлечение финансовой выгоды, а именно выручение с поездок средств, которые идут исключительно на топливо, на корм животным и медицинские средства. Застрявший на мелководье трехметровый китенок был спасен в Пунта-Кане Доминиканской республики. У берегов пляжа Бавара в доминиканском районе Пунта-Кара прошла операция по спасению трехметрового китенка. На кадрах группа людей пытается помочь млекопитающим преодолеть коралловый риф, выплыть и вернуться в открытое море. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что животное было обезвожено. У него взяли образцы крови, вкололи ему лекарственные препараты и покормили через зонд. Животное погрузили в специальную сетку и доставили за пределы рифа в естественную среду своего обитания. Операция проходила при участии ветеринаров Национального океанариума, представителей Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов и лиц, осуществлявших уход за дельфинами. На хвост кита спасатели прикрепили метку, чтобы контролировать его дальнейшую судьбу. Я всегда, когда вижу такие видео про спасение животных, Прям сердце замирает. На самом деле это очень важно. То есть человек, как существо разумное, должен берегать свою планету и всех, кто там обитает. Ну а вам желаем доброго утра и отличного дня. С 10 по 31 марта 2021 года в Саха-экспоцентре на улице Ярославского, 12/1 состоится грандиозная распродажа шуб, шапок из норки, бобра и мутона. Производство Пятигорск. Новая коллекция. Скидки, кредит, рассрочка.